Жители Назрани, проживающие по улице Кунаева, до сих пор испытывали большие неудобства. Проблемой было не только пройти по улице, но и проехать. Раньше здесь было очень неприятно ездить, камни были, подъезд очень много, грязь. Сегодня вот, когда положили асфальт, тут приятно приехать, отъехать. Теперь на этой улице проложено асфальтово-бетонное покрытие. Подобные работы ведутся повсеместно. В соответствии с бюджетом, заложенным на 2013 год, по всему городу кладут асфальт и плитку, ремонтируют ямы и выбоины и занимаются озеленением территории. Мы делаем асфальтирование новых участков, благоустройство прилегающих территорий торговых предприятий, благоустройство города, озеленение, регулярная уборка. То есть все мероприятия в комплексе для поддержания порядка в городе, для улучшения безопасности, для повышения комфорта наших граждан. Администрация Назрани постоянно проверяет городские дороги, чтобы выяснить, где требуется ремонт. Улица Московская является одной из самых многолюдных. Там расположены 5 банков, крупный магазин электроники, кафе и салоны красоты. Тротуары здесь либо требуют ремонта, либо отсутствуют вовсе. Ситуацию должны изменить ведущиеся работы по укладке плитки. Хава Султыгова, Ахмед Хашагульгов, Рамазан Миржоев. Новости 24. В новом микрорайоне Яндаре развернулось масштабное строительство. Уже вовсю возводят жилые дома. На начальном этапе детский сад, торговый центр и мечеть. На данной территории начато строительство 4 жилых домов. Заказчик строительства является дирекция по строительству объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Ингушетия. Дома представляют собой 7-этажные, оборудованы лифтами. Каждый дом состоит из отдельных блок-секций, из 3, 4, 2 и однокомнатных квартир. В Яндаре ведется строительство 4 7-этажных домов. Сейчас возводится железобетонный каркас 1 и 2 этажей. Планируется, что под ключ будут сданы 260 комфортабельных квартир. Дома будут оснащены лифтами и мусоропроводами. В данное время ведутся работы по возведению железобетонных монолитных каркасов. Также ведутся работы по цокольному этажу. Это кирпичная кладка, битумная обмазка. Начато строительство детского садика, предусмотрено на 220 мест. На сегодняшний день ведутся земляные работы. И да, я думаю, в ближайшие дни мы начнем разбивать свайное поле и начнем фундамент строить. Также в проекте нового микрорайона предусмотрено строительство детского сада на 220 мест. Сейчас детей приходится возить в Карабулак или в центр Яндаре. У меня, например, 3 детей. 2 ходят в школу, 3 детский садик. Нам нужен, во-первых, нужна школа, сильно нужна. Потому что по дороге возить детей мы боимся. Дороги, транспорт, возить деньги не хватает на такси. Тяжело, нам очень нужна школа. Но, тем не менее, и садик бы не мешал, и садик нам нужен. Новый детский сад должны открыть в конце следующего года. К этому времени новоселье должны справить 260 семей. Милана Хашагульгова, Муса Хамхоев, Новости 24. Время прибытия поезда Москва-Назрань в 6:50. На перроне жители республики с самого утра ждут своих родных и близких. Пассажиры фирменного поезда не ожидали, что среди встречающих будут и представители власти, курирующие транспорт в республике. По поручению Юнусбека Евкурова проверить фирменный поезд приехал и советник-помощник главы Ингушетии Мустафа Белохароев. После того, как вышли последние пассажиры, чиновники проводят обход каждого вагона. Хотя этот поезд формируется в Москве, и мы могли там, значит, запросить у Федеральной пассажирской компании России, чтобы и проводники, и начальник поезда были с Москвы. И это, естественно, фирменный поезд. Они нам должны были на первых порах показать, как мы должны, значит, содержать этот поезд и что мы должны делать. Но было поручение главы, чтобы, значит, проводникам и во всяком случае, значит, на первых порах совместно, чтобы, значит, мы были проводники из Москвы, и с нашей республики. Фирменный поезд между Москвой и Назранью начал курсировать почти год назад. Его запуск проходил в атмосфере большого праздника. Однако теперь много нареканий. Они касаются ненадлежащего ухода за пассажирскими местами и работы проводников. Произошло то, что мы не хотели бы видеть, значит, поезд наш
становится, я бы сказал, на уровень, значит, не фирменных, а обычных поездов. Где наши обслуживают вагоны, там очень много нареканий со стороны пассажиров и населения нашего. Этот поезд считается самым современным в своем классе. Здесь доступна интернет-связь, подают национальные блюда. Причиной проверки состава послужила инспекционная поездка Юнусбека Евкурова. Тогда он назвал фамилии проводников, на которых жаловались пассажиры. В числе претензий халатное отношение к своим обязанностям, плохое обслуживание, грубость, грязь в вагонах. Узнав о жалобах, проводники поезда возмутились. Такого и не было. Я не знаю, чтобы кто-то на нас пожаловался. А как вы работаете? Вообще, если этот человек действительно хочет пожаловаться или у него есть какие-то вопросы, пускай придет сюда, непосредственно скажет, вот по такому-то вопросу вот такой-то человек и вот этот проводник, или там хамское какое отношение по отношению ко мне, или что-то такое было. Наш коллега со скрытой камерой проехал в 9-м вагоне, по которому поступали жалобы. Не объясняя ничего, ему предложили занять место не в том купе, которое было указано в билете. В самом вагоне бросается в глаза, что электрическое оборудование, расположенное возле раковины, уже сломалось, а в купе разбросан мусор. Совсем недавно эти молодые проводники проходили учебу в Ростовском государственном университете путей сообщения. Руководство Ингушетии посчитало важным привлекать к работе именно жителей республики, чтобы снизить безработицу. Однако некоторые из них такую заботу не оценили. Результат – увольнение 2 проводников, на которых поступали жалобы. С остальными провели разъяснительную беседу. Теперь такие визиты станут внезапными. По их итогам будут принимать кадровые решения. Магомед Асканов, Тимур Карахоев, Новости 24. Вертолет Сергея Верещагина приземлился в Магасе возле башни Согласия. Юнусбек Евкуров лично встретил его, после чего они отправились в администрацию главы Ингушетии. Чуть позже Верещагин поехал в Джайранский район, чтобы посмотреть курортную зону Ингушетии. Там же в Арамхи прошло совещание, основными вопросами которого стали развитие инфраструктуры в туристических зонах Ингушетии и ситуация с памятниками истории и архитектуры, которые находятся в Джайранском районе. Их там около 90. Джайранский район является колыбелью ингушского народа. Там сосредоточено большинство памятников архитектуры. Ингушетия вообще можно все виды туризма назвать. Начиная от экстремального туризма, джемперов, рафтингов, заканчивая семейным туризмом, посещением огромного количества объектов исторического наследия Ингушетии. Вот их надо просто грамотно все это использовать и делать программные документы и это внедрять в рамках нашего туристического кластера. А что касается потенциала Ингушетии как особой экономической зоны, об этом уже все сказано в постановлении правительства. Тут обсуждать нечего. Основные направления туризма, которые намерено развивать руководство республики, это пеший туризм, сноубординг и экстремальные виды спорта. Все направления перспективные, почему? Потому что даже если взять горнолыжное, мы год назад, если сомневались, что вот это будет, то оно уже и сегодня есть. Надо смотреть, куда мода идет в этом направлении. Конечно, основа у нас это пеший вид туризма, это круглогодичный вид туризма, это создание сервиса вокруг вот башенных комплексов, так, чтобы это было смотрибельно, красиво, ну и чтобы порядок там поддерживать. Это основной вид, где любому самый дешевый вид туризма для любого туриста, который приедет. Ему только платить надо дорогу сюда, дорогу обратно и проживание здесь. Остальное все ему бесплатно. Поэтому, конечно, здесь это самый такой хороший вид. В том числе для фотографов, это тоже такой вид туризма сейчас развивается. Курорт Арамхи является одним из инвестпроектов. Все средства, направленные на строительство, это вложение инвесторов. Общая сумма превышает 200 миллионов рублей. Руководство курортов Северного Кавказа еще раз подтвердило, что Ингушетия на сегодняшний день является именно тем регионом, в котором без ожидания прямых финансовых вливаний со стороны федерального центра уже при помощи инвестора мы начали возводить инфраструктуру. Собственно, сейчас мы и находимся на уже возведенном и полностью эксплуатируемом объекте, это в первую очередь канатной дороги. Ингушетия активно участвует в реализации туристического кластера на юге страны. Планируется построить 2 современных курорта Цори и Арамхи. Их площадь составляет около 50 квадратных километров. Будет проложено 62 километра горнолыжных трасс, на которых установят 19 подъемников. По проекту курорты Цори и Арамхи смогут одновременно принимать 28 тысяч человек. Это обеспечит несколько тысяч новых рабочих мест. Муслим Ганиев, Магомед Урусханов. Новости 24.
Второй день соревнований открыл поединок чеченского и ингушского боксера в весе до 52 килограмм. Хасан Боков одержал убедительную победу над своим соперником Арабом Демельхановым со счетом 3-0. Чеченский боксер ничего не смог противопоставить точным и быстрым ударам Хасана. У нас проходили сборы в Ильичах, организованы хорошие сборы были. Мы работали там, на физику работали. В день по 3 раза тренировки у нас были. Этот день оказался удачным и для других ингушских боксеров, которые одержали верх над своими соперниками. А Алихан Галаев одержал вторую победу на этом чемпионате и обеспечил себе выход в финал. Старший тренер Макшерит Нестоев доволен результатами наших спортсменов. В общем, ребята неплохо готовы, и второй день соревнований показывают себя хорошо. В общем, видите, и болельщиков много прошли. Завтра также ждем 3 часа 15:00 на полуфинальные бои. Ждем завтра, я думаю, бои будут еще интереснее. Впереди у спортсменов еще 2 напряженных отборочных дня. Финал состоится 20 октября, когда определится, кто получит возможность поехать на первенство России в Хабаровске. Магомед Измайлов, Ильяс Досхоев, Новости 24. Запуск завода этим летом стал возможным благодаря техническому переоснащению ингушского карьеруправления, которому и принадлежит предприятие. Это позволило создать более 50 рабочих мест. На предприятии имеется 17 единиц спецтехники. Это тяжелые грузовые автомобили специального назначения КАМАЗ и КРАЗ. С вводом этого предприятия мы насытим рынок Ингушетии, нашей республики, потому что основной процент, где-то 50-60% щебня, вот, нерудных строительных материалов мы завозим в соседних республик. Это было и так задумано противовес, потому что основное все, и налоги, и все останется у нас. При производстве продукции используется сырье высшего качества. Здесь выпускается материал 7 фракций, то есть размеров от щебня до песка. Уже построено более 5 заводов на территории Карабулака. Запланировано еще 4 завода. И сегодня это все дает очень большой эффект. Здесь будут работать не только жители Карабулака, здесь будут работать жители всей республики. У нас небольшая республика. Вот этот завод, который сейчас мы стоим с вами, построен с самого современного оборудования. Всего в распоряжении предприятия находится карьер в 10 гектаров. Его ресурсов должно хватить на ближайшие 100 лет. Все сырье на завод поступает с этого, будет поступать с этого забоя. Это называется карьер Карабулак-1. И одновременно вот у нас мы дальше мы вот разрабатываем, и дальше мы будем одновременно вывозить сырье и скрывать. И будем вести скрывочные работы. К концу первой половины 2014 года завод должен выйти на полную мощность, после чего он сможет перерабатывать в час до 200 тысяч кубических метров. Это позволит поставлять продукцию из соседние регионы. Ася Ведзыжева, Рахман Цуров, Новости 24.